Всем понял. Мгм. Ну, мы просим прощения за поздний выход. Немножко у нас технически не получалось. Вот, поэтому у Это Зуртана, видимо, происки интернет. врагов. Они Да-да-да. знали, что мы собираемся проводить эфир Мгм. по Ладно. национальной Ну, идее давай. бурят и всяческими Да. способами нам мешают. Да, Это Баир заговор Бурят. Цыденова, Путина, Патрушева, всех прочих. Да, сегодня день такой против Путина, и, видимо, интернет тоже, видимо, за Путина, видимо. Мгм. Так, давай, сейчас к нам должен присоединиться еще Баир Бурят, и поэтому давай начинай пока, Зуртан, потихонечку там в целом, Ну, издалека. в общем, Давай по поводу того, что сегодняшние акции, как тебе вообще в целом-то? ну, это же Хороших новостей. дуракция. То есть, М, пойми, вот есть масса людей, которые, ну, не м, может сама сформулировать никакой идеи, да. И я здесь действительно, ну, с этим столкнулся, с тем, что вот эта основная масса активистов, она очень, ну, им, знаешь, им нужен лидер. Вот у русских это вот прям, это сто Всем понял. процентов. То есть им нужен тот, который вот А, будет Зуртан, чуть-чуть за них генерировать идею, брать на себя Мгм. ответственность. Вот таким был Навальный, которого убили. И, соответственно, вот в русской среде очень легко найти того, кто будет, ну, их водить, короче. Ну, то есть дурить и водить. Это 100%. И сейчас вот такие дурилки, они есть, те, которые так прямо, ну, косвенно, может быть, я не хочу там никого обвинять, но тем не менее работают на такую фундаментальную кремлевскую цель – это легитимизация выборов Путина. То есть он же должен не для мира это сделать, а вот именно для ватников каких-то и так далее. Потом приедет, допустим, под какое-нибудь посольство, значит, пропагандистский канал, отснимут ролик, что вот 12 часов, посмотрите, люди охотно пришли голосовать. То есть, может быть, они голосуют и не за Путина, но ситуация такая, что они за Россиюшку, там, понимаешь? И я вот сейчас ролик загрузил у себя на телеграм-канале. Там, значит, из Бонна в Германии, там митинг в поддержку выборов. То есть в пику либералам там всяким, да, вот этим политическим беженцам и так далее. Вот ватники с немецкими паспортами, значит, они там проводят митинги, там, значит, поются всякие там пропагандистские песни и все прочее. Ну, то есть отснимут картинку, туда внутрь в России выплюнут ее. То есть тут как бы самый лучший протест, который я видел на этих выборах, это поджоги урн, заливание, значит, кучи бюллетеней зеленка – это вот самый лучший протест. А все остальное – это от лукавого. Да, приветствуем Баира Бурята на его же Там, да, канале, да, на и моем у канале, нас да? рестрим у нас идет на 2 каналах. Я свой пока никак не могу настроить, но ничего, настрою потихоньку. То есть, поэтому сегодня Республики Бурятии нет, но есть зато Кахита Бурята, да, и Баир Бурят. Да, Баир, Мгм. давай тебе слово. Давай. Как тебе Так, сегодняшний день? Ты ну, голосовал? нет, я не голосовал, естественно. Я не думал, что это... Ну, то есть я как бы подозревал, что эта акция будет, но я не думал, что так много народу придет. Но реально народу было очень много. Я к 12 часам пришел, там уже огромная очередь была. Люди чуть ли не с 10 часов туда пошли. Потом в 2 часа я начал стрим вести, ну, по УЛНД в час. Туда пришел, там все равно это огромная очередь была. То есть россиян реально много пришло. В принципе, это говорит о том, что если бы в России были бы действительно демократические выборы, то, ну, вероятность в том, что они бы ходили бы голосовать, она, я думаю, была бы. Но так как никаких выборов нету, а, и следующего шага, да, у россиян-то как раз-таки нету. То есть, когда понимают, что их обманывают, они должны приходить, митинговать, сносить это посольство, еще что-то делать. Но, к сожалению, наши россияне могут только что ролик какой-нибудь запилить в YouTube, да, сказать, что ой, какая несправедливость, там,
ой, какие вы нехорошие, подлецы, и все, и как бы утереться и дальше жить, да, как сказать, Существовать. существовать, да, продолжать дальше, как бы. То есть в Но какой-то этим и отличается, например, страны бесконечный демократии. цирк. Страны демократии же ведь этим отличаются. Если они видят, что выборы прошли, ну, то есть у них выборы украли, Мгм. то там происходит, вот чем отличается оппозиция. Оппозиция, она борется за власть. И вот те, которые себя назвали оппозицией, так называемые русские, они за власть не борются. Они борются за место под солнцем. И вот, собственно, вот эти мотивации, да, вот эти нарративы, они в том числе распространялись в течение длительного времени, особенно последние 30 лет, среди бурят в том числе. И вот наша Мгм. бурятская либеральная общественность, она вот вся такая вот в коленно-локтевой позиции постоянно существует. Это помимо того, что значит, в целом народ, он находится в статусе завоеванного народа и, соответственно, несет все издержки, исходя из этого. И вот я как раз, ну, мы так плавно перешли, да, и я был на конференции в течение этой недели, и там эта конференция называлась Invisible Anti-War Russian Migration. Но там invisible, там in было в скобках, anti-war тоже anti было тоже в скобках, потому что, ну, как бы исследовались достаточно большой пласт вот этой так называемой русской антивоенной миграции, ну, и там вот как бы тезисно я прослушал достаточно большое количество исследователей академических, и вот у одной девушки был интересный доклад, в котором, ну, в основном были анкетированы женщины, интервьюированы, и вот у них с 22 года, вот с момента их внезапной, так скажем, миграции за рубеж, у них все уже нормализовалось, то есть в течение там не более чем года, значит, эти женщины говорят, что у них раньше, если очень сильный уровень пессимизма был по отношению к будущему России, то теперь, значит, у них они уверены в России, там, и так далее, пятое, десятое. Когда ей вопросы задали, ну, она говорит, что, ну, видите, женщины, они как матери, у них, значит, приспособленческие, так скажем, способности гораздо более высокие. Ну, к адаптации имеется в виду. Потом там еще один такой персонаж присутствовал из, значит, гражданского совета, так называемого, и он там вот статистику какую-то давал, там, значит, разбивку по национальным идентичностям и так далее. Ну и от него там произошла такая информация на академической конференции, что сейчас вот в составе ВСУ ни саха, ни бурят нет. Так что это вот такая новость свежая. То есть вот этот Геннадий, который Монтахаев, по-моему, был, да, вот его там сейчас нету. Мгм. И надо бы его найти, Ну, куда он подевался, куда потерялся, непонятно. мгм. Ну, хотя это может быть и дезинформация. То есть, Да, где-то, скорее всего. Ну, там, скорее всего, это Дезы, скорее всего, потому Да. что сейчас вся информационная политика вот этого, ну, такого, что боевого крыла вот этих русских националистов, которые за Украину, да, как бы якобы, они вот эти вот РДК и Свободный Легион Свободной России, и говорят про сибирский батальон, при этом они никогда не упоминают, что там какие-то есть другие национальности, которые там воюют. Это, видимо, им сейчас не нужно, сейчас необходимо, видимо, вот это вот к этому крылу вот этих вот так называемых патриотов, может быть, Z-блогеров, ну, Z, вернее, Z-патриотов, да, переманить на свою сторону, чтобы они тоже были бы националистами русскими, но при этом за против Путина. Вот примерно такая, мне кажется, задача сейчас стоит вот в этих вылазках на территорию Курской и Белгородской областей. И там пока про то, что там какие-то есть чукчи, там, не знаю, тельмены, про это ничего не говорят. То есть, ну и буряты там, и Ну, другие народы. честно говоря, я не верю, что Z-блогеры перейдут на эту сторону, потому что их же Ну, контролируют конкретно. То есть пусть они только там дернутся. видишь, они хотят вот эту, ну, шовинистическую часть общества как бы переманить, что Путин-то гад такой нифига не может победить Украину. Но тогда, может быть, мы с этими русскими националистами соединимся и типа вместе с Украиной победим весь мир, понимаешь? ну, Ну, за то что-то великую такое. Да, Россиюшку, да, за великую. демократическую Да, Россиюшку. Ну, там, да, есть да, вот да, да. эти
бредни, и когда Нарративы можно... интересны, да, сами по себе вот такие вот, скажем так. Да, то есть, ну вот есть, понимаешь, есть проблематика у всех вот этих российских, это еще со времен вот этой первой миграции сложилось, когда вот эти дворяне, которые за счет вот этих крестьян жили фактически, да, нещадно их эксплуатируя, держа на не то чтобы каком-то крепостном, да, а хуже, чем в Древнем Риме рабы жили, вот, да, и из этой ситуации у них там породилась такая идея, когда вот они, ну, кто-то вывел капиталы, кто-то нет, и вот они оказались полубомжами, значит, в Америке, да, ну, в других странах, в той же Европе, например, и там это вот преподносилось так, что вот, представляете, там графы, бароны работали в такси, там, значит, занимались доставкой там какой-то еды там и все прочее. Я говорю, ну, а что? Снявший голову, как говорится, по волосам не плачет, и у них там вот эта вот идея возникла о том, что вот да, действительно, а как же без нас, русский народ, и вот когда там, значит, Сталин с помощью американцев начал индустриализацию и так далее, и у них же там поднялся вот этот, это было направление, по-моему, знаешь, как смена веховства это называлось, что, мол, вот одна веха, да, заменилась в другую, и вот народ-то на самом деле он поднялся, вот посмотрите, и коммунисты сделали великую нацию из русских там и так далее. То есть это вот идея у них осталась до сих пор. И в 90-е годы она под странным соусом оттуда из вот этой среды миграции, значит, этих несчастных всяких дворян и так далее, которых выпнули с России, да, ну, которые за золотишко, серебришко-то все равно вывезли, то есть они не были уж совершенно нищими, да. И вот эта вот идея, они проникли, конечно, в такую среду, что вот-то мы-то можем вот как западные страны развиваться, да, ну вот этот КГБ, там режим, еще там какие-то вот эти все непонятные люди, которые к власти, олигархи там и так далее, вот их надо сбросить, да русский народ вздохнет, ну как это там у кого Адаевского было, по-моему, написано, да, и что что-то там про благодарный народ, там что-то в этом роде, короче. Но это вообще, это все конструкты, от которых буряты заражаются, то есть нас кусает вот этот русский мир, и буряты заражаются, и вот такими же категориями начинают мыслить касаемо бурят. Я вот, например, ну, написал несколько тезисов, будучи на этой конференции, ну, там послушал и так далее. И я вот понимаю, что вот несколько тезисов. Первое. Бурятам бурятскую власть. Почему? Потому что мы сами должны решать свое будущее. Проект политической какой-то бурятской нации, в которой, ну, как будто бы на территории сложится Республики Бурятия, туда вот все, кто попало, войдет, да, он возможен только при наличии сильной бурятской власти, когда будет некоторое ядро, которое уже возьмет власть в Бурятии, и потом скажет, да, мы будем демократизироваться, мы сейчас будем делать политическую нацию, потому что, ну, современные традиции, да, идеология современная, то есть философские вот эти мысли о социальном договоре там и так далее, ну, они подразумевают, что если мы хотим современное развитое общество иметь, мы должны иметь какую-то политическую нацию. Но когда у тебя ни власти, ни черта нет, у бурят, вот усредненного баирку, если взять, ну, я извиняюсь, не буду то слово употреблять, которое я обычно употребляю, буду так говорить про баирку, то ему зачем там за что-то воевать? Да, он и так нормально существует. Вот Путин есть там, кто-то решает за него и так далее. Ну, у бурят не было никогда власти, да? Никакой. Ну, и зачем нам начинать? То есть логика простая. И поэтому, естественно, что не вовлечение такой массы бурятской нации, оно именно поэтому и происходит. И сейчас я заметил просто вот, что в 2023 году вот Ринчин форум, который в США был, свободных народов пост-России, я там про это говорил на английском языке. По-видимому, в общем-то, некоторые друзья, которые, ну,
внимательно слушали мою речь, несколько вот перепугались именно этим направлением, потому что я сказал, что вот мы, наше движение, мое конкретное, да, оно призывает именно к тому, чтобы вот эта мысль внедрилась бурятам, что мы можем сами, не оглядываясь ни на кого, исходя из внутренней своей сущности, иметь свою собственную бурятскую власть. И вот над этим, мне кажется, тезисом и вот над этой идеей нужно работать непосредственно и внедрять ее в бурятское сознание, потому что ей очень много вот этих русских колониальных нарративов действует. Вот Да, мне приходилось встречать, например, что буряты говорят, да мы маленькие, нас мало, нас да, всего да, там да. 300 тысяч, да там еще какие-то, вот и власти никогда не было. Значит, у меня какой-то бес в комментариях там заявился, да что ты за этих бурят, да я вот там прожил в Бурятии, вернулся, вроде как он сам бурятам представляется и так далее, там, они ватники, там это, что за них там задницу рвать, нужно там о себе позаботиться, да, там, значит, бросить их, там, зачем ты это занимаешься, раздражаешься. А так оно и есть, то есть получается, что такие подходы, которые систематически вот внедрялись, и даже вот, допустим, те же 90-е годы, вот когда ты, Баир, задаешься вопросом, а что вот там, что в 90-е годы-то власть-то не брали, да? Не вытряхивали там девизку, короче, не брали, значит, ВРЗ, ПВЗ, там крупные объекты, значит, производства под свое крыло, а потому что вот такое же в 70-е, 80-е годы, когда было, им в башку внедряли вот этому более старшему поколению. И они вот действительно приняли как бы практическое решение. Я вот тоже на эту тему разговаривал с некоторыми людьми. Они говорят, ты понимаешь, это все хорошо, конечно, но мы исходим из практической реальности, что это, ну, то есть они сами себе решили, что в голове, что бурятская власть – это очень невероятное событие. Но я говорю, ну, над этим-то нужно работать, то есть это не должно быть как некое событие, которое само по себе возникает. То есть власть, как таковая, она берется. И Да, да. сейчас, собственно, я вот и говорил, когда, помнишь, в конце 23-го года, начале 24-го создали комитеты там, значит, по борьбе с экстремизмом, национализмом и все Мгм. прочее. Я говорю, это не сделали для тех блогеров, которые уехали, какой-то интеллигенции, которая там, ну, плачется по исторической теме, говорят, что вот там куча репрессий и всего прочего, да, без каких-то существенных выводов о том, что эти, ну, репрессии, естественно, сейчас и воздействуют, как бы, да, то есть, и когда Да, некоторые задаются вопросом, почему 90-е годы-то не брали, ну, так подождите, эти репрессии были с момента начала завоевания, они длились, но эти выводы-то нужно тоже сделать, и вот я подхожу к следующему выводу, о том, что буряты, они не признают свой статус завоеванного народа. да, абсолютно. Вот сейчас вот так, даже вот и весь исторический контекст, если взять, то по факту-то мы являемся народом завоеванным. Мгм. Русское государство и те русские, которые в Бурятии живут, они пользуются именно плодами того, что в середине 17 века, да, в 1600 каких-то годах, буряты проиграли войну независимости. Да, да, да. И все то, что с бурятами происходит, это происходит именно по этой причине. То есть какой-нибудь усредненный русский ватник, он это прекрасно знает, да? Ну, вот так вот, не принимая на работу бурята, например, да, или там принимая там на какую-нибудь уборщицу там или еще что-то в этом роде, да, ну, сегрегацией занимается. Он-то это знает. Он в этой культуре ненависти вот к этим, значит, бурятам, ну, которые вот тут живут, да, он в этом воспитан. А бурят, в силу того, что на него воздействует русская школа, русский университет, русская пресса, русское кино, русские книги и так далее, он растет в несколько таких своеобразных условиях, да, то есть он растет, пытаясь интегрироваться там в русское общество до революции, пытается в советское общество интегрироваться, пытается интегрироваться в российское общество. И вот на этом фоне как раз возникает трение, вот видео эти, да,
когда там бурятка, да вы в моем подъезде меня там отправляете, да вы знаете, а Бурятия это часть России, а вы Да-да-да. знаете, буряты это народ, который живет, мы граждане России там и так далее. Вместо того, чтобы на тварь напасть и глаза ей выцарапать, короче, ну то есть просто сделать так, как сделала бы любая русская баба. И вот в этом-то и есть как раз и проблема. О том, что над вот этой идеей не работает бурятская интеллигенция, не работает бурятская элита. Они как будто бы знают всю это тонкости. Я вот, общался вот и с чиновниками, и с теми, кто в Совке там возглавлял всю эту Бурятию. Они все это знали. То есть им не нужно было на это открывать глаза. Но они ничего не делали, потому что боялись, что шлепнут, потому что боялись, что там отравят и так далее. То есть вот этот страх немотивированный абсолютно, он работал именно на окукливание бурятских политических лидеров, даже в советское время, коммунистических и так далее. В отличие, например, от казахов, узбеков и так далее. Вот, например, узбекское дело Хлопковое, оно же почему возникло? Хотели побороться с мафией узбекской, которая вот в коммунистической партии составляла. Там существовала огромная коррупция просто. Там огромные масштабы. А у бурят такого не было. И поэтому, естественно, тому же Мадагоеву, например, когда он там разработал вот эту идею о том, что вот давайте нам, предприятие в обмен на язык, я это называю, программа. И когда вот там он идеологически вот с этими всеми собрался, там, значит, и говорил, вот сейчас есть направление, учуял, что вот был такой востребованность на создание советской нации, там, на русификацию и так далее. Но он как делал-то? Он же предприятие притягивал за этот счет. Он говорил, вот сейчас мы перейдем в бытовом общении, значит, на русский язык, а за это предприятия пойдут. То есть экономика начнет развиваться. Ну, ты представляешь, 50-е, 60-е годы Бурятия – это вообще нищий край. То есть многие себе не представляют, как хреново буряты жили вообще. То есть, что продуктов питания совершенно не было никаких. То есть, даже во время войны, благодаря ленд-лизу, так скажем, на полках советских магазинов во время Второй мировой войны было больше товаров, чем вот в 60-е, 70-е годы. Там же мрак был. И, собственно, тогда Мадагоев и придумал вот это празднование юбилея вхождения там в России, да, вот эти всякие вот эти пляски, да, именно по этой причине, потому что нечем было торгануть. То есть и золотишко невозможно было загнать туда в больших объемах, потому что все золото, там, все добычу там, каких-то полезных ископаемых, это все гыбня контролировало. И потом, когда они, правда, упустили, что есть такой нефрит, и вот когда они считали о том, что нефрит приносит больше прибыли, чем золото, тогда вот мы же видим, что там с этой Дылычой стало, с другими бурятскими этими цунами этого нефрита. Все, кончилась халява. Так, дальше. И вот, исходя из этого, бурятам еще нужно, всем, в том числе политическим бурятским организациям, нужно признать, что буряты являются народом завоеванным. Что мы должны сами признать, это как самопризнание, что все проблемы, которые вот возникают у нас с там, объединением бурят, с какими-то вот с отсутствием идеологии национально ориентированной, да, с отсутствием националистической идеологии, с проблемами с языком и все прочее, это все происходит из-за того, что буряты являются завоеванным народом, не гражданами Российской Федерации. И этому русская пропаганда в своей идеологической составляющей, она это все включает. Например, вот этот наглый запрет на язык. Кто проголосовал? Русские делают хитро. Они не приняли закон, который бы ограничивал. Они перевели это хитрым образом на бюджет республики нищей. Говорит, хотите бурятский язык изучать? Пожалуйста, с бюджета республиканского. Сидит чиновник, и он понимает, что содержать 200 там, или 500 учителей бурятского языка дорого. Обучение каждого, представляете просто цифры, порядок цифр. 5 лет обучения бурятского учителя в ВУЗе. Раньше 4 года готовили. Сколько стоит?
200-300 тысяч рублей в год. Это все ляжет на бюджет республиканский. Откуда его достать? Население нищее. Местные налоги там, что, ну, какие-то копейки совершенно поступают, да, то есть, а на тот кусок, который уходит в Москву в виде налога на добычу полезных ископаемых, он рот открыть не может. И политически, ну, понятно, что чиновник, он политически кастрированный, он не может сказать, что, а почему нам бы протест не поднять, скажем. Ну, чиновник такого не скажет, хотя в советское время этим пользовались активно. Всякие коммунисты там в разных частях Советского Союза, они поднимали просто бунты, там центральная власть пугалась, там, значит, немножко давала возможность, так скажем, ну, приспускала поводок, как говорится, да, но за счет этого формировалась вот своя собственная такая советская национальная элита, так скажем, вот, в Азербайджане, например, в Казахстане там и так далее. И вот исходя из этого, нужно просто внедрять в сознание, что мы завоеванный народ, и до сих пор остаемся им таким же. То есть этому могут сейчас противодействовать все. Лично свободные, там, паспорта у вас есть заграничные, вы можете там уезжать и так далее. Внешне это незаметно. Но то, что происходит, вот, когда буряты пытаются объединиться или, например, высказать свои какие-то национальные идеи или поставить вопросы, например, о признании бурят там репрессированным народом для того, чтобы, ну, буряты могли, пострадавшие от этого могли получать какие-то компенсации. Русская власть четко говорит: нет. Ни в академических исследованиях, ни в каких-то законах, которые бурят бы защищали, например, этого нету. Вот еще другой миф есть, что буряты считают себя хозяевами земли. Я говорю, смотри, вот есть такое понятие частная собственность на землю во всем мире. Зачастую с самой древности она формируется, вот завоевал эту землю, она твоя. И удержал эту землю. Вот она твоя. Потом уже законы пришли, потом уже там нужно было королю поклониться. Тогда, потом уже кадастр придумали, когда вписывали, что это действительно твоя земля. Ну, как узнать, что где граница этой земли, например. И вот буряты вот так бросают вот это все. Значит, это моя земля. Я говорю, ну ты борешься за свою землю, например. Вот, особенно это в экологическом контексте было. В один же момент там сагитировали всех дурачков, там шизофреников, этих, городских сумасшедших на защиту Байкала. Было же это вот относительно недавно. Я вот это все наблюдал там, значит. И я говорю, ну, законов-то нет у Российской Федерации. Должен быть отдельный закон от Госдумы, там, подписанный Советом Федерации, ратифицированный Путиным там, или еще каким-нибудь президентом, да, где было бы четко записано, вот в этих границах, вот по этим кадастровым точкам, все это бурятская земля. С этой бурятской земли, значит, все налоги на порезанные ископаемые, которые добываются, идут в фонд независимый бурятский на развитие бурятской культуры, науки, там, сообщества там, и так далее. Как это сделано, например, в Гренландии, как это сделано в Канаде, в других государствах, в которых они признали право завоеванных народов на их же недра. Что мы в России имеем? Мы в России такого не имеем. Все идет в общий котел, из которого русские сейчас ведут захватническую колониальную войну с Украиной за территории. Войну 19 века фактически, идеологически. И вот в этом есть проблема как раз. В том, что не хотят буряты признаваться себе, хотя внутренне где-то понимают, что действительно это так происходит. И поэтому я говорю, что политические организации бурятские, они должны вот массово собраться и этот вопрос обсудить. И в конце концов признать, что все вот эти несчастья бурят происходят именно из-за этого. Из-за того, что буряты не хотят признавать себя народом завоеванным, покоренным. Почему? Потому что если ты себя таким народом признаешь, то целое поколение будут расти с идеей того, что нужно освобождаться. Да. Ну, это логика. Понимаешь?
И Я тогда уже с этим действовать сознанием. проще. Вот, например, чеченцы, кавказцы, они живут до сих пор, там видно это, очевидно, они живут еще в состоянии того, что Россия их завоевывает. В этом Мгм. проблема. И я когда говорил на форумах различных и так далее, о том, что, ну, вот есть буряты, а есть, вот, скажем, не совсем буряты, лица азиатского происхождения, так скажем. И вот Ты их это имеешь в виду, баритошки, или что? Потому что люди обижаются. водораздел должен именно поэтому проходить, потому что а, тут пойми, то есть бурят, он понимает свой статус, он понимает, из-за чего все это происходит, ну, вот как, ну, как собака не может говорить, да, об этом, ну, боится Мгм. просто-напросто, потому что, ну, эксперименты знаменитые по выработке условных рефлексов, да, когда там собаку током колотили, а она теперь боится, ну, есть, Да, хотя да. голодна, например. И вот такая же проблема с бурятами. И вот это важное, даже с точки зрения психологии, признание, если это политические организации, там, скажем, лидеры, идеологи бурятского там национального движения будут из этого исходить, то, соответственно, следующий шаг – это война, это отвоевание различными методами можно. Это иммиграция, вот, например, собираюсь изучить труд 70-го года, по-моему, Хиршельбаум, если я не ошибаюсь, сейчас. Это было у выступления Цепелмы Дариевой, да, Хиршман, 70-й год. Там был тезис выработан, что миграция является актом политического протеста. То есть Да, то, что точно. буряты сейчас мигрируют, и это вот в Я точно из-за этого 70-м уехал. 70-м году, нет, ну даже любая миграция, то есть вне зависимости от того, экономическая она там, вот как есть один там это, алкоголик в Америке, там про колбасников кричит там, и так далее. Но это же термин как раз, он возник же в советское время, диссиденты вот эти вот, когда, значит, Израиль и Голда Меир выкупил, значит, евреев из советского плена, вот тогда возник такой вот этот, бросили такое, знаешь, колбасники, то есть можно за колбасой, хотя что такое колбасники было? Вот мы с Андреем Григорьевым, с моим коллегой по ИМИ радио, он говорит, что был в Казани такой пояс ночной, и он вот назывался то ли колбасный, то ли еще как-то. То есть Да, люди да, с я слышал Казани эту историю. ездили в Да, за Москву, колбасой. затаривались и ночью обратно возвращались. И этот, говорит, когда заходил в это пахло колбасой, там, какими-то приправами. И то есть, говорит, если ты какое-то мероприятие хотел провести, то ты садился, ехал в Москву, закупался в московских магазинах различными товарами и возвращался. Ну, ты понимаешь, ну, это вот идиотизм советской системы. И вот Путин, они, конечно, вот эту тонкость поняли, короче, да, то есть что Советский Союз даже не из идеологических проблем развалился, а из-за того, что технические сложности с кормлением народа возникли. И сейчас Путин, он, ну, в общем-то, подстраховался, застраховался и так далее. То есть, вот, несмотря на санкции, да, и помидоры, там, и огурцы, и все прочее, и на свинообеспеченность они там перешли. То есть Путин к этой войне готовился систематически, это очевидно. Ну, за наш счет, естественно, за счет тех, кого они ограбили. Так. Ну, смотри, Зуртан, давай При этом дальше, вот смотрите, ну, я давай. просто вот, извините, и вот Мгм. признание статуса бурят как народа завоеванного, да, оно будет автоматически, идеологически в поколении фиксировать, что мы отрицаем русское государство, что мы отрицаем Да. власть русского государства над нами. Вот на Кавказе это 100% происходит. Да, они там, сейчас русификация активно идет и так далее, но любого кавказца скажи, русский тобой правит, он скажет, ты что, он там нож достанет и так далее. Хотя есть и такие, которые там действительно, да, ну а что, как бы, с практических точек зрения, мне же Путин деньги платит, там, ну, мент, там, какой-нибудь ФСБшник, там, я не знаю, чиновник какой-то и так далее. И вот таким способом, пайковой системой, при большевиках сложившейся, они скупают вот этих всяких бурятских активистов, деятелей там и так далее. Это видно просто-напросто, когда, например, я помню, был какой-то парень там, ходил, он вечно ходил, что-то он какой-то то ли инвалид, то ли еще что-то.
И он приперся к нам вот на площадь. А что вы, говорит, вы, ну, пришел, начал там видео снимать и так далее. Что, мол, это как, что вы бунтуете-то, короче? Мне вот Цыденов работу дал где-то. Этот мне не давал, а Цыденов мне работу дал, он поэтому хороший. Ну, то есть это так примитивно было. Его, конечно, там эти коммуняки там и так далее его прогнали оттуда. Но это вот действительно как бы то, как завоеватели, они укореняются. То есть они просто пайком, подачками начинают скупать. И одно дело, как на Кавказе, да, но наша общность, вот кавказская именно, моего народа, она гораздо для меня более важнее, чем какая-то общность русская. И вот, например, на Кавказе был случай, прислали в Дагестан, значит, какого-то начальника налоговой службы. Исторически в Дагестане начальником налоговой службы и вообще в налоговой службе были лезгины. Так они взяли этого мужика, выкрали, короче, и все, и не вышли на работу. То же самое было вот в Ингушетии, когда там, значит, был митинг, и там, по-моему, 20 или 30 чеченских ингушских старейшин сейчас сидят по каким-то статьям. И вот, значит, был приказ, то ли по МОБу, то ли что ли, а там часто что начальник русский стоит, а они просто отказались своих собственных, то есть вот смотри, работают на русское государство, да, там борются с террористами тоже, да, и все прочее, но мирных стариков их своих бить они не пошли, то есть их карьера, она на этом закончилась, там человек 40, наверное, уволили с ментовки, но мы же не видим такого в среде бурят. Почему? И вот это как бы один из таких реперных точек свидетельства того, что буряты вот это реально жертвы. Но которая не может признать, что они завоеваны, что они жертвы и так далее. То есть это вот такое психологическое, ну как бы травма, что ли, такая мощная. Да, и которую нужно именно лечить идеологическими способами. То есть мало вот говорить об этом и просто открывать глаза. Да, ну вот посмотри, это же так понятно. Ну, очень сложно вот от этих условных рефлексов избавиться. И поэтому вот эмиграция, просто хорошая жизнь, систематическая работа, зарабатывание нормальных приличных денег, как это можно сделать в той же Южной Корее или где-нибудь в США, она должна именно, ну как бы, стать тем мотивационным движением, когда поколенчески произойдет изменение. Я не думаю, что ну вот, поколение тех же ватников, которые сейчас там активно в Америке зарабатывают деньги и покупают жилье, и там планируют приехать в путинскую Россию, там жить где-то на старость там, и так далее, у них изменений произойдет. У них, может, и не произойдет. Но 100% произойдет у их детей, которые вырастут уже в совершенно других условиях. В условиях американской демократии, в условиях американской школы, в условиях индивидуальной конкуренции и так далее, и тому подобное. Поэтому систематическое способствование миграции, систематическое способствование просто даже вот без идеологии создания там, например, какой-нибудь организации, которая бы защищала трудовые интересы и так далее. Я вот, например, здесь сотрудничаю с большим количеством мигрантских организаций, да, которые помогают мигрантам, которые помогают в том числе украинским беженцам. Вот они уже, украинские беженцы, здесь сделали профсоюз свой собственный. Собрали юристов, там собрали это и так далее. Немножко дай другим-то сказать. Ну да, вот эти вот тезисы, пока я хотел бы ограничиться, потом у меня здесь, подождите, в один из тезисов это вот идеологически это русофобия, быстро тезисно. Потом языковой вопрос. Развернуть нормально, дослушать до конца. Подождите, языковой вопрос, значит, языковой пуризм я вот так написал. И ладно, хорошо. Введение понятий, правдивого бурята, так скажем, настоящего бурята. Что? Начиная от истории с чуланом генерала Балдынова, да, вот как знаешь, не знаешь, например, что-то типа такого. То есть, довольно такие примитивные системы, когда ты с человеком общаешься, вот раньше мне говорили, что было таких 3 бурятских вопроса, когда вот буряты встречались, которые друг друга не знают, они спрашивали, откуда ты,
Антипыч? Да, Кого знаешь там? не-не-не, это было откуда Сиреnis, ты, Мышуш. где работаешь и сколько зарабатываешь. Ага. Ну, то есть, где Хантинеш, работаешь, это соответствовало вопросу, что где ты учился, как бы, да, ну, то есть, потому что Хантинеш, в совке... худи зарплатыш. Вот так вот спрашивали. Ну да, то есть это вот было раньше такая система. И тогда можно было понять вот по таким вопросам и по ответам, какое у тебя образование, высшее, среднее, или там среднее техническое, там, или еще что-то. Сколько зарабатываешь, автоматически, ну, как вот в Южной Корее же, там тоже это важно, да, то есть ты старше не только по возрасту, например, но можешь еще и старше по положению быть, хотя можешь быть младше, например. Там же в Корее вот это очень сильно развито, говорят, эта тема. Я вот там на некоторых корейских блогеров подписан, русскоязычных, они вот эти все тонкости рассказывают. Ну, это чисто азиатская, я думаю, система. Сейчас она, естественно, пропала. Я не замечаю, что молодежь, она вот именно начинает как бы сегрегировать, что ли. Хотя наши вот еще дедушки, бабушки этим занимались, как бы, ну, то есть важно было понимать. Потому что ты мог наткнуться, допустим, на какого-нибудь стукача-коммуняку, который там, ну, может внедриться, да, и вот таким способом, ну, донести на тебя там и так далее. И вот это вот существенно нужно снова возрождать эту систему, потому что, ну, например, я сталкиваюсь с тем, что там, ну, мне пишут, откровенно говоря, какие-то там, ну, больные психические люди там, например. Ну, это, я не знаю, Багир, наверное, тебе тоже там, ты, наверное, встречаешься, что советы начинают раздавать и так далее. То есть у них вот есть такая внутренняя потребность, например. А с точки зрения нейролингвистического программирования оно может работать на самом деле. Ну, вот где-то огромные портянки какие-то пишут и так далее. Ну, то есть расчет на то, что ты читаешь. Я уже приучился не читать тексты, а если читаю, то у меня совершенно нулевая реакция на них. Вот касаемо языкового пуризма, например. Потому что что такое языковой пуризм? Это вот чистота бурятского языка. И я этому долго, ну, как бы посвящал там некоторые видео и так далее. Конечно, там могут всякие там филологи, лингвисты, специалисты там плеваться и так далее, но важно понимать, и буряты должны понимать, и все, кто вот языком занимается и так далее, нужно четко выработать идеологическую позицию, что буряты в потере бурятского языка совершенно не виноваты. Потому что сейчас есть такое направление victim blading. Известная такая тема. Ну, когда вот жертва, да, она сама виновата. И я с удивлением обнаружил, что большое количество активистов языковых, не только среди бурят, якуты, тывинцы, там еще так далее, они стоят вот на этих русских позициях. Что, мол, ну, если бы вы не хотели язык потерять, вы бы его не потеряли. Это вот такой victim blading, то есть, причем я вот закусился там с одной якутской активисткой, не активисткой, доктором наук, то есть там профессором там и так далее. Она говорит, что ну а как, ну она-то говорит на языке как бы, да, на своем, но даже она вот идеологически не хочет признавать, что в этом виноваты русские, что это русская политика. Они там приводят исторически, что русские были всегда билингвальны, вот это только потом, во время, значит, коммунистической миграции вот этой, да, когда там понаехало огромное количество там с Украины, с Беларуси, с других регионов, которые не стали язык учить. И, ну, там много там вот таких этих романтических как бы историй, вот это особенно, когда там какие-нибудь не буряты, например, там бегло говорят на бурятском языке, это вот преподносится прям как вот, ну, посмотрите, они же научились вроде как говорить, а вы-то что? Но здесь важный момент, что язык был стигматизирован. Литературный язык бурятский был создан в 30-е годы. Это не мы его создавали, это коммуняки, социалисты. Поэтому Хамбо говорит о том, что в бурятском языке нет слова национализм. То есть это как, ну, он русским говорит, это что свидетельство отсталости бурят. У нас нет национальной идеи, соответственно, в бурятском языке нет слова национализм. У нас и слова метис не было, кстати.
И вообще, Ну, в политики нет. принципе, до там 30-х годов, когда там в колхозах начали там это, как его, всех вот этих там смешивать там и так далее, новую породу советских людей выводить, слова-то не было, обозначающего метис, например, как у калмыков балдыр или как у саха сахаляр, короче. Потому что буряты, ну, достаточно богатые были для того, чтобы позволить себе за каких-то там столыпинских крестьян там и так далее там выходить. Ну, это уже потом началось там эти всякие блондинки там и так далее, это уже советское время. Так, и вот в этом отношении, по отношению к языку, можно вот отследить, так скажем, бурята от не бурята. Почему? Потому что первое, латиница или старомонгольская. Ну, то есть это уже дискуссионно, это уже мы внутри бурятского сообщества можем дискутировать. Я считаю, что латиница по той простой причине, что в массовом образовании латиница показала свою эффективность во всем мире. Даже вот китайские дети, они учат ну, китайский язык на пенине, а не на иероглифах. Дальше. Отрицание болгарского письма. Ну, у меня так написано, болгарского алфавита. Да, то есть это 100%. Это должна быть вот прям как один из пунктов. Что мы Уточни для русских, отрицаем... что это не русское письмо, это болгарское письмо. Болгарское письмо в бурятском языке. Мы его отрицаем. Это вот для всех просто вот этих всяких деятелей, которые там пытаются учить бурятскому языку и так далее, это должно быть основным нарративом, так скажем, да. Непризнание решения бурятских советских филологов в 39-40 году. То есть они же целый съезд собрали там о том, что вот нужен переход, там обоснования всякие были и все прочее. Вот это нужно все поднять, опубликовать, обсосать и сказать, что все это должно в тех же сталинских временах и умереть. Далее. Многие вот эти активисты, они сидят на таких грантах, там 200-300 тысяч рублей выделяют. И я вообще не представляю, как на 200 тысяч рублей можно бурятский язык развивать. Я помню, ходил на курсы английского языка, там парень приезжал, он жил в Бурятии, забыл, как его звали, но вот он курс английского языка делал. Он сам с Уэльса, валиец. И вот он рассказывал по поводу того, как валийцы были стигматизированы. И я понял, потом гуглил где-то, значит, тексты различные, и там вот была такая интересная фраза, что валийцы выбрали бедность и нищету, но сохранение своих валийских национальных традиций. То есть там была такая же система предоставления, ну вот как вот, например, Генрих VII, Генрих VIII, это же валийского происхождения короли, и они тогда своим дорожку открыли в Англию. Стань, мол, англичанином, и все отлично будет. Но именно те, кто не захотел стать англичанами, не захотел выбираться из Уэльса и выезжать, они сохранили культуру, традиции и язык. Но выбрали сознательно быть нищими. Это вот национальная идея действительно есть. То есть еще до того, как она сформировалась, это было абсолютнейшей нормой для них. Поэтому я говорю, что даже вот эти вот активисты, которые подгавкивают на нас, не носители бурятского языка, виктимят, значит, других бурят там и так далее, да, вот за то, что там на каком-то недоразвитом диалекте там говорят там и так далее. Там же вот есть несколько там направлений. Некоторые вот говорят, что да, мы вот за диалекты там и так далее. Я тоже считаю, что это важно диалекты сохранять, потому что они очень... Во всем мире диалекты исчезают. А в Бурятии интересная ситуация получилась, что поскольку язык литературный – это искусственный конструкт, он тяжелый для внедрения, на нем русские запретили как раз образование, и он самый неизученный из бурятских, так скажем, диалектов, так скажем, да. То есть литературный язык, он самый неизученный. И вот носители, они вот этого литературного, так скажем, языка, которые обучались и так далее, они очень такие, ну, знаешь, агрессивные, что ли. Говорят, что эти диалекты нам портят, там что там выдумываете, вот есть единый, вокруг этого литературного языка объединимся, создадим нацию и так далее. Я говорю, так а что же не создалось-то за это время, за все? А потому что вы довольствовались подачками в 300 тысяч рублей. Я говорю, если вы такие, то вы должны
Вы должны Какая альтернатива-то? ратовать за создание бурятского языка. Он же бурятский язык исчезает. Почему не составлен, значит, институт бурятского языка с бюджетом 700-800 миллионов рублей в год? Почему вы не требуете? Понимаешь? Даже вот эти все ватники, там, прорусские настроенные товарищи и так далее. А почему? А потому что они знают, они вот в эту табель о рангах внедрены. И если они поставят такой вопрос, они, соответственно, даже будучи идеологически русскими рабами, они будут для русских врагами, понимаешь? Потому что они поставили вопрос, они укусили, получается, руку дающую. Как это 700 миллионов? Ты что, бюджет решил бурятский язык развивать, что ли? За наши денежки? Ты представляешь, ну, в Бурятии, если кто-то выйдет, вот какой-нибудь ватник бурятский, скажет, что нам нужен институт, академический институт в составе Академии наук, который бы занимался нормированием бурятского языка. Понимаешь? И они не будет этого. То есть они просто настолько купированы, что даже не смогут такую кампанию провести. Так, дальше. И вот относительно этого возникает стигматизация еще и по генетике. То есть почему-то даже с ультра-турбо бурятскими там патриотами-националистами на эту тему очень тяжело разговаривать. Именно кровное происхождение по крови, по генетике. Бурятская, она почему-то как-то табуирована. Я подозреваю, что это все произошло еще в 30-е годы, как раз вот действительно, ну, у которых у многих же бурят история именно в эти годы началась. Их семей там и так далее. И в 30-е годы была существенная борьба с генетикой. Почему? Потому что генетика, она говорила, что именно сорта растений, сорта животных, они дают наибольшую и плодовитость, они дают как бы в течение длительного времени, но не портится, так скажем. Порода не портится там и так далее. А это противоречило тому, что в совке вот это началось, да, что социальный эксперимент, там неважно, как ты смешался, главное вот образование, там какие-то внешние факторы и все прочее, да, то есть это их идеологии противодействовало. И одновременно это коррелировало с расизмом, с нацизмом там и так далее, потому что довольно сильно нацисты, вот они пытались использовать там генетику, евгенику, значит, ламаркизм, там различные вот эти направления в своих идеологических этих системах. И вот, к сожалению, совершенно не разработана вот эта система, когда ты, значит, ну, как-то вот не переключается. Там был такой поэт, забыл его, в Москве жил, и я где-то в интернете пересекался с таким этим персонажем, он под именем, фамилией был Барадий Булатов. Его там где-то дианонили, но я забыл, как его настоящее имя, фамилия, но вот у него там отец занимался тем, что он родословные делал. А я говорю, ну, сейчас 21 век, а что, зачем родословные делать? Ты, говорю, купи тест генетический за 100 евро, сдай и посмотри. Ну и как твои вот эти семейные истории коррелируют с тем, что у тебя там, ну, какие-то генетический тест выдаст, да, например. И это я к чему говорю? К тому, что нужен возврат. Почему? Потому что надо нам выяснить причину того, почему бурят мало. Вполне возможно, что, может быть, это какие-то генетические причины. Ну, просто бурятские женщины мало рожают, скажем. Понимаешь, то есть это нужно вот эти исследования проводить. Вакцинировались, что ли, или что? Не, какая вакцинация? Нет, просто есть такое понятие в биологии, в генетике сила гибридов первого поколения. И вот, например, те же куры, бройлер – это гибриды, кукуруза вот кормовая – это гибриды и так далее. Они действительно огромные, вырастают и так далее. Но гибрид, он не дает потомства. Понимаешь? Или дает, но оно хиленькое. То есть они вырождаться начинают. И вот в этом-то как раз и проблема есть. О том, что, ну, да, просто, то есть это нужно вот на это внимание обращать, потому что, ну, если мы вот эти предыдущие все вопросы обсуждаем, то нужно же понимать, на кого это рассчитано. Почему такое происходит? И генетика часто дает на это ответ, наука.
например, ЭКО и так далее, оно тоже же возникло из-за того, что, ну, в свое время генетики занимались вот исследованием возможности, а можно ли там, например, человечка клонировать, а можно ли просто клеточку использовать, а не обязательно яйцеклетку для того, чтобы, ну, там, стартануть процесс, например, да? Оказалось, можно. То есть и для этого, ну, и это такой будет познавательный интерес относительно бурят. Во-вторых, генетическое картирование, да, вот когда всех практически бурят, значит, на генетические анализы, так скажем, отправили, это позволит составить картину как раз. И для меня это интересно, вот коррелирует ли твое вот более, там, скажем, чистокровное национальное происхождение, да, с твоей политической, так скажем, своим политическим воззрением. Потому что я считаю, что все те, кто там с зачесом, с замесом и еще с чем-то, они всегда будут занимать вот проколониальную, прорусскую позицию. Всегда будут там своих дедушек, бабушек вспоминать, как это было, как будто бы это что-то совершенно замечательное и является, знаешь, каким-то там этим показателем качества, что ли. Я вот иногда вот с такими бурятами сталкивался, это меня всегда довольно веселило. И у меня просто детская травма. Меня в детстве отправляли постоянно в такое заведение, называлось РК «Здоровье». Я уж не знаю, ну, почему-то оно считалось каким-то блатным, хотя по мне Да, так да. это было, ну, такого довольно среднего качества этот санаторий. Я любил в другом санатории отдыхать, там, на Аршане или, значит, в другом месте. И вот там меня метисы принимали за своего, и когда узнавали, что у меня и папа, и мама буряты, они мне не могли поверить, что как это ты, наверное, скрываешь. Ну, то есть там такие вот. И я вот за этим постоянно наблюдал и сделал выводы, что действительно такие люди, они живут не в какой-то вот как mixed culture, да, а они живут именно в колониальной системе. То есть я помню, как девочка с мальчиком поругались из-за того, кто лучше, папа русский или мама русская. То есть у них даже не было вопроса по поводу того, что... то есть вот этот был спор натурально, при котором я присутствовал, да. И Зуртан, смотри, поэтому... тебе, наверное, говорили, смотри, дети говорили, ой, Зуртан, ты такой красивый, ты на бурята не Да, похож, наверное, да, поэтому да, метис. да. Ну, это я сейчас заскуфился, да. В детстве это меня действительно там... Ну, отец рассказывал, например, такую историю. На ПВЗ там его тетки его тормозили вместе со мной. И спрашивали, мол, ты где это, Бурятосина, это русскую нашу бабу-то взял, короче. Ну, вот на меня. А он говорит, ты чего решил это? А он говорит, так это что, это у тебя метис, короче. Это у него мама русская явно, короче. То есть это не байка, это вот реальная история были. Ну, это для меня-то это смешно, конечно, понимаешь, но действительно для многих это травма. И вот эти вот исследования как раз в этот вопрос, в этом вопросе генетические, академические, например, по поводу вот там же большая проблема вот эти. Почему нужны, я почему говорю о том, что идеологически я могу быть не согласен со всякими вот этими феминистками, активистками, там всякими там вот фондом «Рабская Бурятия» и так далее. Но они такие вопросы поднимают. Там какая-то страшная бурятка выступала, и вот она говорила, что ее там постоянно хейтили по этому поводу и так Да, далее. да, Ну да. да, ну то есть вот это же тоже из этого происходит, из-за того, что буряты почему-то обходят вот свое именно, ну, то есть стесняются или что, или чего, я понять не могу. Но нужно гордиться своим национальным происхождением. Да, да, И согласен. Зуртан, уже мы час этому есть находимся в сегодня эфире. возможность доказать, потому что некоторые, допустим, там турбопатриоты бурятские, они могут оказаться, например, смешанного китайско-еврейского, например, происхождения. Ну и черт с ним, ну будет знать, ну Ладно, и мы будем знать, что он такой, например, там. давай, Ну, Баиры. то есть, У тебя еще тезисы не закончились, а? так, сейчас, подожди. Зуртан, а ты сам не переживай, вдруг там вылезет что-нибудь. Еще не делал, не переживаю совершенно абсолютно. То есть вполне возможно, что ну, это будет соответствовать там каким-то моим там теориям, короче, по поводу того, что ну, вот как мне мой русский товарищ там сказал, он говорит, ну, ты знаешь, говорит, ты же говоришь, о чем думаешь. И причем говоришь все, о чем ты думаешь, короче.
То есть, и при этом, ну, не то чтобы безапелляционно, и не боишься, ну, как бы, вот на какие-то темы разговаривать. Для бурят это, говорит, не характерно, поэтому они тебя за себя, за своего не считают. И я вот тогда действительно задумался, что, а может быть, действительно это из-за того, что, может, там кто-то замешался где-то, какой-нибудь там шляхтич, кто его знает, ну, я вот в Польше, например, может быть, какой-то там боевой, который там русню на кол сажал, там когда-то его там поймали, сослали и так далее. Кто его знает, да? Ну, или какая-нибудь красивая шляхетка, которую мой бурятский Ну, предок смотри, взял Зуртан, в по рабство. поводу того, что буряты там себя считают, не считают завоеванным, но при этом считают виноватым во всем, да? Ну, вот сами же мы водку пьем, да? Сами же мы бурятский язык не хотим изучать, да? Вот, Не. не-не-не, вот я говорю, вот такие моменты идут, смотри, вот когда вот, Баир, ты снимал сюжет с спикером, у тебя была женщина, как ее зовут, не помню, напомнишь ее? Которая по-русски говорила, что вот буряты, их сразу видно, они вот приехали, даже из толпы, из монголов они выделяются тем, что они идут, даже как-то вот немножко втянув голову в плечи, понимаешь, в чем дело? Вот такое вот состояние постоянного вот какого-то униженного человека, то есть это уже вот эта вот виктимность, она с детского сада начинается, понимаешь, в чем дело, бурят? Вот она как раз с Баиром Уладаевым, когда в эфире я там написал, что вот они рассказывают, что вот они, да, были в Москве, там их останавливала полиция там в метро постоянно. А я написал, что я за 4 года, находясь в Москве, меня эта полиция ни разу не останавливала. И я рассказал, как это делал. Я делал зверское страшное лицо и шел прямо напропалую на эту, там человек 5-6, когда идут патруль, допустим, прямо на самого главного с большим званием, прямо в лицо ему смотришь в глаза, и злой взгляд, и идешь на него, понимаешь? Моментально они расходятся, куда-то набок начинают смотреть, понимаешь, эти менты, и не останавливают. Вот это стандартная ситуация, я прекрасно знаю. Здесь в Америке то же самое, мне, допустим, на границе с CBP тоже никто не останавливает вообще фактически. Я им говорю, how are you? Вот, и так далее. Пожелаешь хорошего дня, и они даже не спрашивают документы. То есть, понимаешь, в чем дело? Тут все зависит от твоего состояния. Если ты постоянно находишься в униженном положении, ты всегда будешь бояться. Власть. Они же вот сейчас ты стрим вел, а там менты не будут там по башке стучать, типа там собираетесь. Вот понимаете, вот такая вот, какая сказать, не знаю, это генный страх у бурят, что ли, возник. Понимаешь, что они боятся всего подряд. Ну, ментов, это что такое боятся. вообще? Ну, вот это вот виктимизация. Ринчин, пойми, это выработка условных рефлексов. И тут нужно вот с этим как раз разбираться, то есть где они заложены. Внутри семьи ли это они заложены? Или же они внедрены как нарративы вот через русскую школу, например. Потому что, русский Ванька-то он такой же запуганный. Вот, казалось бы, их там 120 миллионов даже, 100 миллионов, там, сколько, сотни тысяч этих сторонников Навального, да? Ну и сколько вот из этих сторонников там подожгли урны нынче. Вот их лидера недавно замочили 16 числа самым гнусным способом. Потом 2 недели труп таскали там не пойми где, короче. Может, они там над ним какие-то ритуалы совершали, там, сатанистские, там, или еще что-то, понимаешь? И ничего, максимум, что это было, это вот здесь вот в Варшаве, например, я наблюдал за этим, мемориал поставили. Но когда на следующий день там было, значит, поминки, когда его хоронили, а на следующий день было 24 числа, начало, значит, войны, да? Там кого с гулькин нос, вот, какие-то одни и те же лица, вот, которые ходят там, да, поддерживают Украину там и так далее. Но на поминки Навального кратно больше народу пришло. То есть, и у них вот здесь вот в голове совершенно не переключается, да, там нашего русского мальчика убили, да, мы пришли, слезу пустили, а то, что вот, извини меня, на следующий день, там, 2-я годовщина полномасштабной войны, вторжения, когда там десятки тысяч украинцев погибли, да, это для них совершенно другое, то есть это вот колониальное вот такое, их учат этому. Их учат вот этот москвоцентризм, их учат их русская школа там и так далее. Но против власти они же тоже гавкнуть не могут. Понимаешь? И вот здесь нужно с этим разбираться. Основные причины, это все нужно выявлять и внедрять это в, значит, как форму противодействия в
систему домашнего внутреннего обучения. То есть это нужно обговорить идеологически для того, чтобы уже потом люди, которые, может быть, не совсем идеологически подкованные, могли бы вот эту всю систему использовать. Вот он приходит, например, со школы мальчика, а ты его спрашиваешь, или девочка, что сегодня в школе было? А она говорит, ну, учитель сегодня рассказал нам, например, истории, сказал, что буряты ничего не умели делать, русские пришли и всему научили, короче. Я говорю, ну и как класс отреагировал? Ну, допустим, вот, ну, что-то такое, да, а как ты отреагировал, почему ты, ну, ты бурят, почему ты сказал, что это неправда, например, не закусился с учителем, понимаешь? То есть, и вот эта система, она вот действительно плохо работает. Вот он приходит, там, я помню, это монголо-татарское завоевание, особенно вот эти, как его, которые там где-то за пределами там России учились, короче, и он говорит, что вот там, когда начиналось, это была в истории, вот это изучение России, это было для него пытка, потому что постоянно начинались шутки, да байки там и все прочее, и пинки под жопу там и так далее. Ну, мол, когда-то вы нас завоевали, а теперь мы тебе пинками там тебя загоняем. Да? Ну, то есть вот систему нужно выработать именно внутреннего бурятского образования, потому что я сейчас с удивлением обнаружил, что молодые бурятские родители, они не занимаются точно так же, как с ними не занимались их родители национальным образованием. Да? Внутри еще, помимо того, что в школу отправляют и так далее. Вот этого нету. И вот эту систему нужно нам разработать, потому что одно дело образование на бурятском языке, другое дело именно бурятское образование. Вот это два разных понятия. Да, Баир, дай сказать немножко резюме небольшое. Мы уже больше часа находимся. Я думаю, дольше не надо, мне кажется, что люди устанут от таких больших длинных эфиров. Вот, он вообще отключился. Не, я просто хотел тут ремарку вставить. Как-то я видел в сторисе у одной женщины, ну, такого уже, получается, пенсионного возраста, что они в Америку зачем-то отправили на русском языке вот это вот методические всякие сказки, всякую херню вот эту вот русскую, российскую. Я говорю, нахера вы в Америку тянете, да, вот эти вот сказки, какие-то азбуки, вы что там, нахера вы с собой в Америку тащите русский мир, говорю. Вы все забудьте про него. Русский язык вообще не учите. Английский учите и бурятский. Все. Зачем вам нахер русский вам вообще сдался? Но это все равно в голове сидит. И что-то, ну, как бы там типа оправдывается. Но я тоже думаю, все равно вот эти вот совковые, блин, народ... не знаю, слов нету, честно говоря. Ну, Зуртан правильно говорит. Ты пойми, они вот родители, я, наверное, может согласен. быть... Да. А вот... Вот это прямо в это происходит из-за того, что бурятская интеллигенция, она вот в этой же системе выращена, она всего боится. Еще даже больше, чем обыкновенные буряты, например. И вот сейчас среди бурятской интеллигенции, те, которые, ну, по факту должны как бы вот скопировать русскую интеллигенцию, защищать свой народ от власти там, и так далее, мы же ее вообще совершенно не видим, не слышим. То есть, например, посмотрите вот номенклатуру тех книг детских, которые вот выпускаются, например, на бурятском языке даже. И самое интересное, что бурятская интеллигенция не будет работать на бурятскую тему, пока не будет денег. И это я вот 100% понял. Что в отличие от русской интеллигенции или любой другой, вот русские, они там в советское время писали в стол. То есть писали говёные эти советские книжки, но при этом сохранили, писали в стол, не публиковали там, да, какие-то вот книги касаемо там, ну вот русской истории, культуры и все прочее. Не социалистического, не коммунистического толка. Таких было очень много. Но у бурят вот где-то смычка не произошла. Вот где-то не перемкнуло. Я вот говорю, сколько было вот этих коммунистических авторов бурятских? Кто из них в стол писал? Ну, именно на бурятские темы. Там как дацаны разрушали, там все прочее. Наоборот, это же все преподносилось, что действительно эти ламы там ужасные, страшные, там насиловали, там из детей... Хуцуном Сараева почитай. Хуцуном Сараева. И из детей там делали каких-то этих божеств там и так далее. Ну, я вот Батажабая, например, читал. И там действительно, ну, вот так вот преподносилось, что советская власть, она, ну, как бы принесла там бурятам какие-то преимущества и так далее. Но никто из этих авторов не написал, допустим, книгу про репрессии,
про то, как там буряты друг на дружку стучали там и так далее. Мы вообще этого пласта не знаем информации, совершенно, абсолютно. Даже литературного толка. Может, сейчас что-нибудь появится, но сильно сомневаюсь. И к чему я вот это все говорю, вот этот весь список составил, кстати, на бланке Варшавского университета. Продолжим в следующий раз, потому что... Нет, смотри, для чего? Для того, чтобы вот в следующий раз, я считаю, мы должны уже обсудить вопросы, вот, которые реально должны произойти. Вот, например, я уже там анонсировал, кстати, вот на этом, что говорю, а что вы хотите типа делать? Меня как активиста спрашивали. Я говорю, ну надо фонд сделать. Фонд почему? Потому что это административно-хозяйственная структура, как бы фонд. Иерархия определенная есть. Есть статут, то есть ты как бы себя ограничиваешь, цель Положение, даешь. да? Да, цель даешь на твою работу, как бы. И ты уже там не занимаешься, знаешь, там лево-право, у нас же как, ну, активисты-то они и всем же занимаются. И 5-м, и 10-м, и так далее. А когда есть фонд, есть структура, есть направление деятельности, и ты уже относительно этого можешь привлекать финансирование. Институт некий, да, в общем. Да, для чего? Для того, чтобы уже проводить там и конференции, и съезды, и так далее. Я вот говорю, что есть прекрасная возможность. И я думаю, что она появится, и сейчас ворота, они открываются, потому что, ну, путинский режим всем уже стало понятно, особенно после этих выборов, и после того, что сейчас после этих выборов произойдет, там массовая мобилизация начнется, отъем капитала и все прочее. То есть народ снова побежит, и буряты побегут, и правильно делают, что побегут. Что уже нужно делать, вот, допустим, в тех же США. Они меня вот спрашивают, а что? Я говорю, ну, вот съезд в США, съезд в Европе, бурятские политические организации, просто активисты, просто буряты, должны собраться и вот эти вот поставленные вопросы обсуждать. То есть это должен быть дискуссионный клуб. Но вдруг победит та составляющая бурят, которая скажет, да не, вы там эти националисты там чушь гоните, вот мы деколонизаторы, мы хотим быть современными, какой там, значит, языковой пуризм там, что вы там про какую-то генетику там говорите, про какой-то кимблейдинг и так далее. Этих собирать опять, деколонизаторов? Какой смысл? Нет, я говорю к тому, что, понимаешь, это должна быть дискуссия открытая. И если твоя позиция сильная, или ты занимаешь, ну, так скажем, вот как это, Ленин, большевики как появились? У них была просто сильная позиция, у них была радикальная позиция, и они не пошли на соглашательство, как меньшевики. Меньшевики же хотели стать просто партией у царя, фактически, и выступали за, ну, вот против вот этой основной социалистической идеологии, хотя позиция меньшевиков мне гораздо более близкая. Потому что там и сохранение капитала было, и то, что должны эволюционно прийти к социалистической революции и так далее. То есть без крови, без кишок там и всего прочего. Поэтому, когда вопросы будут публично обсуждаться, особенно вот эти идеологические, то, естественно, те люди, которые, ну, где-то близко, около, там, скажем, они будут ими интересоваться и говорить. Вопрос, ну, эти же люди себя не позиционируют как какую-то политическую, активную какую-то силу. Они себя, ну, как я в чатах, почему я оттуда вышел, позиционируют себя как некие, как сказать-то, активисты, но другого толка. Что мы якобы не участвуем в каких-то, нет, даже не антивоенных, как это странная позиция, почему я их все время так это критиковал, как сказать, почему они все от меня отписались, там, и, не знаю, короче, плохого мнения, наверное, теперь обо мне. Ну, короче, это, если так назвать, ни рыба, ни мясо какое-то. В чем они хотят участвовать, я не понимаю. У них нет никакой вообще цели. Вот смотри, я в какой-то момент у меня действительно вот произошла смена век в моей башке произошла. И я действительно такими вопросами задавался. Почему такое большое количество бурят, ну, вроде как патриотически настроенных там и все прочее, вроде как за бурят, да, но ни хрена не делают.
А потом понял, что это моя недоработка. То есть мы вот сейчас собрались люди, которые говорим за национальную идею, да? И факт такой, что вот такие люди существуют и появились, это вот недоработка наша в том числе, понимаешь? Потому что мы открыто не можем эти вопросы, не обсуждаем эти вопросы, потому что кому-то, ну, я не говорю, что среди нас кто-то есть такой, а вообще в целом в бурятской среде, что вот такие вопросы обсуждать опасно. Понимаешь? Вот национальные, за национальные, даже вот на Республике Бурятия мы когда первый раз провели, там какая-то русская баба возникла. Мне это, говорит, не нравится. Сначала такое началось у чеченцев, короче. Сейчас буряты начали обсуждать. Ты понимаешь? То есть ситуация такая, ну, то есть вот бурятка бы никак... Я точно понимаю, что это написала какая-то русская баба, потому что бурятка бы такого вообще, в принципе, даже она самая прорусская будет, она бы такого не написала. Она бы написала: ребята, что вы, вас же там посадят, убьют, там ваших родственников посадят, убьют и так далее. Вы там, ну, понимаешь? И я понимаю, что это наша недоработка. То есть мы должны именно быть как бы во флагмане идти, да, то есть вот этот путь пробивать. И, естественно, что есть люди с разными позициями, это нужно понимать, что... А почему у них такая позиция? Почему у них такая позиция-то возникла? Понимаешь, из-за чего, из-за каких позиций? Я вот накидал как раз, что... Еще на 1 час накидал, подожди. Ну да, я считаю, что да, нам, наверное, надо сейчас несколько... Не, ну пускай договорит уже. Ну это долго. Я понимаю, что мы сами когда-то, помнишь, Ренчин с тобой говорили о том, что длинные эфиры, они, ну, довольно то есть... Тяжелые, я просто, видишь, почему такое? Я 3 дня был включен в конференцию, и каждый день я приходил, просто падал, потому что засыпал, потому что у меня мозги были настолько сильно истощены, что просто не хватало на какие-то там, ну, блогерские какие-то вещи и так далее. То есть настолько мозг у меня включился в работу, когда я вот послушал, ну, попал снова в академическую среду, так что вы не удивляйтесь. И пока там какие-то доклады слушал, я вот здесь быстрый список накатал. Я аж даже сам удивлен, что я сегодня сейчас это прям говорильня у меня открылась, короче, как будто бы это... Пусть говорит. Тебя ужалил научный комар, да? Комар. Как там говорят, какой-то это... Ясно. Вселенский портал открылся, значит, и вот знания ко мне там приходят. Ну ладно, наверное, друзья, это на такой веселой ноте. Нет, подожди. Я хочу узнать. Обсудим чуть-чуть, но я больше уже не буду участвовать. Нет, я хочу узнать. Каждый пускай выскажется. Нет, я хочу вопрос задать насчет... Стоит ли вообще вот этих всех деколонизаторов там приглашать к диалогу, и о чем говорить, если у них вообще, ну, ту же взять, как ее там, Гарможапову, да, то есть у нее какая-то, говорит, у меня ментальность есть, как идентичность региональная, вот я питерская, мол, ну, какой-то бред вообще несет, какой питерский идентичность у нее может быть. Ментальность бандитского Петербурга. Просто смешно мне просто все это слушать даже. Или какие-то другие там ребята, вот эти вот деколонизаторы, которые уже сдулись, им уже не о чем говорить, они просто даже не знают, на чем вообще контент строить. Все уже, как бы идеи кончились, гранты ничего не работает. Это то, что они думают, это рассчитано на годы, и в другом обществе, в этом обществе, в рабском, вот это вот их идеи, когда общество не борется ни за что, это просто бесполезно вообще. Мы просто вот, получается, скопировали вот этих хороших русских, которые, ну, любую им дичь загони, они вот все будут исполнять. Ну, реально, да. То есть здесь надо же внушать сопротивление, ну, как сказать, лучше умереть стоя, чем на коленях жить, да, ну, вот такую вот идею. О чем с ними вообще разговаривать? Они что, изменятся как-то внутренне, там, нас послушают? Легче, мне кажется, новых людей привлечь. Только как сделать так, чтобы они появились, может быть, вот это такой вопрос задаться. О чем с ними разговаривать? Только все верно, но мы сейчас, видишь, аудитория, смотри, Боян, сейчас вот я даже с самого начала, когда вот эти все Гарможаповы появились, там непонятные какие-то активисты, тоже антивоенные, да, которые вот как бы, ну, интересно, вот я тогда помню, когда, ну, я вот присутствовал в этом просто потоке, когда люди там вот с такими глазами бежали, кто-то там вообще был в тапочках,
вот таких суконных, что ли, да, потому что вот он говорит, они выбежали, и как раз в дом попало, у них ничего не было. То есть я их там бегал, одевал там эти, ну, во всяких этих вещах. И вот такие люди встречались, да. И я-то тут понимаю, что когда у некоторых даже была такая антивоенная риторика, мол, все должны оружие сложить, и украинцы должны сложить, и русские. Ну, понятно, на кого это было ориентировано, да, что украинцы сложат оружие, а русские не сложат, да. И, ну и что, и война типа закончится. И в этом как раз, на этой конференции как раз вот было выявлено, ну, то есть постулировано о том, что антивоенный – это не равно проукраинский. Ну, конечно, И вот этих вот активистов, которые не проукраинские, даже среди бурят их очень большое количество, но они, как бы, мы с ними расходимся в каком-то восприятии идеологическом, так? И если это их идеология, соответственно, не внедренная кем-то, или они там не на задании сидят, короче, то тогда с ними можно вести диалог, и нужно даже. С другой стороны, я всегда выступаю за то, что вот буряты исторически жили, вот, западные, восточные, у нас не было царя, единоначалия там, да? И вот некоторые ставят, например, турбопатриоты, вот эти бурят-монголы, да, которых я очень сильно критикую, потому что это теория синофобская, во-первых, ну, вот эта идеология, во-вторых, возникла в 70-е годы, ну, как бы они говорят, что мы-то там от Кубилай-хана, от Чингисхана, еще с тех времен, типа, мол. Но по факту это 70-е годы, когда был кризис на Даманском, и русские идеологи думали, советские, вот, ну, сейчас они... Китайцы же вели пропаганду для жителей временно оккупированных территорий, там, Байкала и всего прочего. И вот русские боялись систематически, что буряты будут с ходаками встречать китайцев. И им нужно было что-то выдумать, и они вот эту идеологию пустили, короче. Калашников тогда книгу написал и все прочее. И там у него Чингисхан и социалист, и демократ, и делал только то, что вынужден был делать, это ему, мол, вынудили, там и так далее. Ну, хорошая сказка такая, романтическая, знаешь. Основная цель, и то же самое в Казахстане. А если ты посмотришь на карту, было два направления. Через Илийский край в Казахстан, китайцам бить в сторону Новосибирска и Свердловска идти, и через Забайкальский край. Это были единственные места, когда вот китайские, ну, как китайцы должны были воевать с Советским Союзом. И, соответственно, вот эта идеология была, да. Но, так, я с чего начал-то? И тогда вот с ними на диалоге можно как раз и выяснить, это вот их позиция, или же это позиция, которая как бы внедрена, и они пытаются таким способом, ну, допустим, запедалировать тему с национально-освободительными движениями. Понимаешь? И я считаю, что вот именно децентрализованная система, которая вот сейчас у бурят существует, да, она как раз и представляет силу, потому что, но контролировать один какой-то орган, типа вот, не Конгресс бурятских народов, извиняюсь, ВАРК, Всебурятская ассоциация развития культуры, ну, понимаешь, как она возникла? То есть были такие народы, была такая ассоциация при ООН народов, которые не имеют собственного государства, но должны быть представлены в ООН. И ВАРК, она наряду с другими организациями, такими культурными, как у Саха, по-моему, у тывинцев, у татар была, у башкир была такая организация. И они как бы представляли в этой организации вот эти народы. Но в 2010 году Путин сказал, хватит их финансировать. И вот с 2010 года ВАР как раз он совершенно вот чуть ли не на самообеспечении находится. И сейчас его именно собрали для того, чтобы переизбраться, ну, чтобы формально, чтобы организацию не распустили формально. Вот они там собирались, какого-то чиновника назначили и так далее. И вот сила как раз сейчас современных бурятских организаций, различных по идеологии, в том, что мы децентрализованы, нету каких-то надструктур, да? И поэтому я вот считаю о том, что в этом отношении нужно проводить диалог.
И на их фоне, естественно, наша позиция будет гораздо сильная, более сильная. Но я так считаю, что если мы этим будем заниматься диалогом, то наша позиция будет изначально сильнее, чем мы. А вот Зуртан, я тут Баир, только хочу смотри, добавить, что тут Мгм. вообще одна позиция просто есть. Там позиции просто в принципе нет никакой, там вообще никакой нет идеологии. Как бы к чему стремятся, на такой простой вопрос никакого ответа просто даже и нет. То есть, как бы, там Ну, реально нет никакой Баир, ты вот идеологии. задал вопрос, да, Да. как Так. проводить... Давай, Зуртан, подожди, дай скажу. Как Есть польза. проводить Подожди, дискуссию? Зуртан, дай я скажу, подожди. Значит, смотри, как проводить дискуссии с теми, которые вот там деколонизаторы, федерализаторы, какие там еще там осенизаторы, да, и так далее, в общем. Да. Эти же люди работают на грантах, вот как нас тоже, в общем, всех людей, которые находятся за границей, некоторые люди обвинили, что мы все тут на грантах, мы не можем тут бесплатно вещать, да? Зуртан, тебе кто платит, а? Польская контрразведка или что там где? В общем. Я тут по сообщению монгольского узла собираюсь Саяну Мархаеву вербовать. Да. Только они не указали, куда. Вот мы прямо скажем, что нам никто ничего не платит, понимаешь? Кроме как я вот езжу, работаю, мне за работу платят вот то, что я водитель, вот и все. Вот если поэтому это у нас позиция сильнее. Пускай они считают, что нас спонсируют, пускай они завидуют, да? Эти ватники. Мировое правительство нас финансирует, да? Ну, пускай, да. ладно. Ну, смотри, ситуация такая, я не закончил мысль. Зуртан не закончил мысль. Не надо это отрицать, не надо. Да. Ситуация какая? Вот вопрос такой, не то что вопрос, а проблема-то в чем? Вот даже когда в чате появляются некоторые там товарищи, да, которые говорят, ну, типа, Россия там великая, или там, ну, можно же, типа, там, не все русские плохие, да, типа такого. Но это, действительно мы прекрасно понимаем, что это ботяры, да, приходят, да? Ну, то есть, получается, в некотором смысле, а есть ботяры, которые в реальности ходят. То есть, вот они, вот ты знаешь их фамилии, имя, да, допустим. Ну, то есть, понятно, что они двигают вот эти вот прокремлевские нарративы, да? Вот эта деколонизация, зачем нам бороться за какую-то независимость, да мы такие маленькие, мы будем как индейцы в Америке, типа такого, да? Вот. Ну, нам что-то дадут какие-то права, и мы этим должны удовольствоваться. Вот примерно вот такой нарратив идет, понимаешь, в чем дело, и он четко идет. Вот вы сами виноваты, ваши родители вас не учили бурятскому языку, вот все. Возьмите пепел и прямо сыпьте себе на голову этот пепел, да, и так далее. То есть вот это вот специально такой эффект беспомощности создается. Вот как с этими людьми-то проводить дискуссии? Они же на самом деле же ведь проводят конкретную прокремлевскую политику. Понимаешь, это вот получается, что ты хочешь с ними вести диалог, фактически ты их, получается, будешь популяризировать. Я их не уважаю просто, этих людей, я даже не знаю, о чем с ними говорить. Баир, он как помоложе, он сразу жестко отрезает, и все, говорится. Базар, вокзал не о том, да, как говорится. Вот в чем проблема-то. А ты, Зуртан, думаешь, что какие-то есть мнения, да? Какие-то у нас независимые... Да вот я решил чат почитать. Там как раз это, мне там пишут, Зуртан, стоп, говорит. Да, конечно, ты все время говоришь. Давай вот еще раз Баира послушаем. Ты как считаешь? Я вот считаю, что вообще это бесперспективный вот этот диалог на самом деле. Ну, может быть, как диалог вариант, с прокремлевским нарративом. Да. Ну, что это такое? Да. То, что вот особенно Гарможапова там разгоняет про какую-то там настоящую федерализацию, еще что-то там. Ну, какие-то все ее эти нарративы, они очевидно, что это все хорошие русские такие, какие-то беспомощные вообще, и ничего они, в общем-то, не несут. И в принципе там никакой идеи на самом деле и нет вообще. О чем говорить с людьми, у которых нет никакой идеи? Вообще ничего они не хотят, по сути-то. То есть просто сдаться и все, и ничего не делать, и как бы слушать их, ну, вообще какая-то бездеятельная позиция. Вот за то, что я их вообще не уважаю и считаю, что они вредят на самом-то деле, вот за их бездеятельную позицию они не призывают ни к чему. Ну, сходить на вот этот вот, как вот там, полдень против Путина. Ну, что он даст вообще? Что может произойти?
Что там, все испугаются, обосрутся, что пришли. Если вы пришли туда со стволами, с оружием, это другое дело, да, вот. Ну, а так, что ты пришел, что вообще поменяется-то? Ну, смотри, ситуация такая, вот мы как, ну, я за себя буду говорить, я как бурятский националист считаю, что вообще отсутствие большого количества бурятских националистов – это не проблема какая-то сторонняя или там русские нам запретили, это наша недоработка, потому что мы Ну да. не сформировали ни в Говори так, языковом моя контексте, я уже до недоработка, этого давай не говорил. наша. Зуртан, говори про себя. Да, ну, Моя недоработка, у бурятских националистов проблема, то есть это недоработка того, что такие, как Да. Гармажапова появилась, такие, как деколонизаторы и так далее, потому что у чеченцев, ну, нету деколонизаторов, потому что они до сих пор в состоянии перманентной войны с тем еще русским государством, которое начало их завоевывать. И в этом отношении идеологически это наша недоработка. Другое дело, что я как сторонник реальной политики считаю, что если вот, ну, говорят об этом, и они действительно сидят на грантах, понимаешь, да? То есть у нас есть всегда возможность просто таких людей нанять на свою работу. Ну, то есть чтобы они работали на наши нарративы, на внедрение наших нарративов и так далее. То есть я в этом отношении не вижу определенной проблемы. Если бы у нас были ресурсы, мы бы могли деколонизаторов спонсировать фонд «Рабская русская Бурятия» и говорить, что говорите именно то, что мы хотим слышать. Понимаешь? И тут я уже перехожу на более фундаментальные вопросы, потому что ты должен подключиться к когда финансированию у нас немецкого будут генштаба, финансовые средства, а они у нас Да. будут точно, и от Америки, и от Европейского Союза, именно потому, что мы занимаем позицию сильную, а не со слабой. Потому что, ну, некоторые европейцы, там, они любят вот эту тему. Мягкая сила, там, еще там что-то и так далее. Но не в этом случае. Они не видят пока у бурятских националистов четкой идеологии. А когда мы говорим, что мы хотим провести объединительный съезд или съезд, в котором будут и левые, и правые, там, и бурят-монголы, и все прочее, это уже будет совершенно другой смысл. То есть мы покажем, что мы являемся настоящей реальной силой. А пока почему там Гармажапова ходит по всяким СМИ, там совершенно русскую повестку дает? Почему? Потому что ей дорогу открывает именно кто? Русская оппозиция, связи этой русской оппозиции. Они бы открывали нам эту дорогу, если бы четко понимали, что мы не какие-то, вот как Зуева любит говорить, что там есть какие-то маргиналы где-то там и так далее, что а наша позиция национальная, националистическая, она в принципе не может быть маргинальной. Маргиналы. Ну, по крайней мере, вот про меня точно. Поэтому я и говорю, то есть... Как раз я вижу противодействие вот в этом ключе, понимаешь? И там и дискредитация компании в прошлом году началась, ну, меня точнее, в прошлом году, а она и продолжается периодически. То есть почему? Потому что то, о чем я говорю, оно с течением времени, даже вот в течение года, так или иначе реализуется. И поэтому, естественно, что это наоборот хорошо, если у них отсутствует какая-бы либо идеология. Если бы они были, ну ты же знаешь прекрасно, там идеологов русского мира среди бурят вполне достаточно. Вот эти блогеры, которые там на войне, ну не буду их перечислять, их полно, их полно таких, понимаешь? И их не перекуешь совершенно. А мы будем работать именно на ту массу людей бурятского населения, которое вот оно, ну как это, плавает там в проруби туда-сюда, вверх-вниз, там от лево-право там и так далее. То есть, это почему происходит-то как раз, отсутствие идеологии? Потому что это мы, наши вот предки политические, так скажем, они над этим не доработали. Вот кто, например, в 90-е годы вот из, там, например, тех же историков, вот, бурятских и так далее, например, занимался трудами, например, Богданова или ЛБ Даржи-Ренчино, например, и так далее. Где вот они публикованы, вот эти списки, там письма, воспоминания, тогда еще люди жили, их родственники были живые, понимаешь? Вот Богданова точно, я знаю, был доктор наук Уланов,
герой Второй Ну, мировой войны, Зуркан, вот, он был еще тогда живой, то есть он мог бы, его могли бы интервьюировать, обсосать, там, выкатить, он бы огромную информацию могли бы о Богданове, я например, собрать. про это и говорю, что настоящая оппозиция, вообще вот эта вот независимость, она только сейчас вообще зарождается, вот в 24-м, 23-м, 24-м году, по сути. Потому что до этого, ну, как сказать, они же сами сказали, мы не выступали за независимость. Мы как бы в 90-х годах, мы были за переименование Бурят-Монголию. Ну и все, как бы, я просто, ну, как бы понимаю, что на тот момент они, ну, просто не готовы были. Они, мне кажется, не верили даже, что это осуществимо, и просто хотели какие-то, наверное, на этом фоне плюшки выбить себе, и все. Ну, как бы, если смотреть в реальности в глаза по-настоящему. Ну, просто не верили, наверное, в то, что получится. И тем более это советские люди были, которые, ну, как сказать, достаточно циничные были, достаточно прагматичные. Ну, как, каждый же советский человек себе что-то тащил с работы, лишь бы что-нибудь там своровать. Кто где работает, тот тому и стащить что-нибудь. Кто там работает на хлебозаводе, там хлеб, или там кто там солярку воровал. Ну, все тащили, тоскуны Боец, были, да? смотри. То есть, если общественность, значит ничье, значит мое. Ну, Всё смотри, своровать. это же структура совковского общества была, Да? когда люди не могли себе накопить капитал для того, чтобы вот какой-то капитал был. И я могу так сказать, я с двух практически сторон человек, которого предков раскулачивали. Причем было что там раскулачивать. У моей бабушки со стороны матери, значит, изъяли дом в селе Алой. Он был настолько огромный, он использовался как постоялый двор, я думаю. Но это вот был дом одной семьи, из которой потом Вот Зуртан Гуссерле тебя и сделали называют. Ты начальную такой школу. обиженный. Тебя советская власть на А твоих... это вот коммуняки, они там Да. воняли на этот счет Вот и ты так теперь далее. Я говорю, обиженный, но поэтому каков такой нацик, на вклад, всех орешь, русские каков вклад был плохие. моей семьи вот в начале, да, вот за счет того имущества, которое мы накопили, да, за поколение предшествующим этим, и какой вклад Витьки Хоржерова был, нищеброда. Понимаешь, несравнимое. Я говорю, даже до сих пор вы меня не догнали, вы мне вслед плюете, короче, потому что я впереди. И в этом-то как раз вся и причина в том, что вот мы должны как раз и стратифицировать, и разобраться, а что наш народ сейчас, что из себя представляет. Это потомки вот этих люмпинов-комбедовцев, колхозников, или все-таки остались те люди, которые четко понимают ответственность за свой народ. И поэтому я, когда говорю бурятам бурятскую власть, это не происходит из-за того, что я сейчас здесь это выдумал. Это происходит оттуда, это голос моих предков, потому что которые были ответственны за этих люмпинов, батраков, нищебродов, понимаешь? За них платили эти налоги русскому царю там и так далее. И вот почему важно-то признать, что мы завоеванная нация? Для того, чтобы создать общий базис сопротивления. Как это есть на Кавказе, как есть это у других народов. Я думаю, чукчи до сих пор и не сдались, потому что вот недавно были, значит, публикации, когда там двое сбежало в сторону Америки, и там, значит, какой-то американец говорит, а у меня дед вот в 30-е, 40-е годы был шаманом, он переплыл просто. Ну, то есть не сдался русским, советским, он переплыл. Все, давай, Поэтому боец. я, смотри, говорю о том, что нам надо сейчас помимо вот формирования вот национальной идеи бурятской, да, создавать в том числе и такие институты, которые работали бы на осуществление этой национальной идеи. Ну да. Я считаю, съезд, форум или какая-то крупная международная НГО – это вот один из факторов, который бы четко над этим мог работать. Надо опыт брать у тибетцев, у уйгуров, у других народов, которые вот не сдались, у которых была собственная государственность. Ну, и в этом как раз там можно, интеллигенция, понимаешь, она настрочила огромное количество всяких вещей вот таких, да, но которые они почему-то не могут в идеологию обернуть.
Вот, например, эти исторические труды, ну, их можно тысячи писать, понимаешь? Ну, и будут раздражаться, будет снова вот эта романтизированная история какая-то, да? Но мы сейчас не во времени находимся романтического национализма, когда там 95% населения ни читать, ни писать умеет, и тогда вот можно сказку придумать, как это делали в Германии. Была такая направление культуркампф, который потом переделали в агитпроп. Ну, ты, наверное, как вот режиссер, наверное, слышал про такое, да? Мгм. Что при Ленине это было культуркампф, когда занимались построением нации именно, да, он в советское время в социализме получил название агитпроп, агитация и пропаганда. И зачастую сейчас, если посмотреть вот этих всех отрицателей, так скажем, бурятскости там и всего прочего, это просто распропагандированные, культурно в том числе, да, у них нет идеологического базиса. И это хорошо в системе, когда государство вот такое закрытое, как совок было, да, но в условиях демократии агитпроп не работает. В условиях демократии работает накопление капитала. И поэтому мы стоим сейчас на очень сильных позициях. Это первое, я считаю, это защита диаспоры бурятской. Второе, это, ну, собственно, формирование и защита диаспоры. Второе, это формирование четко направленного, вот как Хиршман там писал в 70-м году, что именно миграция – это акт политического протеста. И мы Ну должны да. вот на это фиксировать как раз. Доводить до международных организаций, таких как ООН и так далее. Я уже вот связался в свое время, значит, с Семен Петров, ну, Ренчин его знает, я в группу добавил для того, чтобы, значит, эфиры провести. Так вот, он и сам как физическое лицо, и его организация, они признаны в России иностранными агентами. Он в Мгм. свое время добился возможности выступать в ООН, он зарегистрировал там эту организацию, и он как раз, вот все, что мы сейчас, ну, проговаривали, он об этом и говорил. Там. Он занимает про-якутскую позицию, борется против несправедливости, которая с якутами происходит, Кстати, борется вот против крупных с компаний и так далее. И якутами-то нам что? такие Почему люди вот это? тоже нужны. Вот мы в ООН совершенно не представлены именно в таком контексте. Да, Поэтому да. вот съезд, любая организация, это вот для, например, финфэнг, так называемых фабрик, да, фабрик мысли так называемых, очень интересно. И вот я Ренчину уже контактировал, ну, я не знаю, там на контакт люди не вышли, но нужно самим открывать дорогу. То есть никто там за тобой, Ладно. как в социалистическое время, бегать не будет. Ты сам должен Вот, напроситься, приехать, сказать, что вот у нас есть желание провести съезд в США для того, чтобы нормировать бурятский язык, для того, чтобы создать, значит, какой-то там съезд племени, условно говоря, да, потому что я еще тут вот хочу дописать о том, что нам нужно снова возвращаться к племенному управлению, о том, что каждое бурятское племя, ну, банально с семьи начнем, оно должно выбрать там лидера своего, в рамках села должны выбрать другого лидера и вот сказать, что мы вот в этом селе живем, мы там племя Усть-Орда, например. Живем там в селе Гурульба. Мы племя Гурульба бурятское, короче. И вот таким способом очень хорошая система будет децентрализированная. Поэтому я считаю, что даже несмотря на идеологические различия или просто даже, то есть потенциал этих людей можно использовать и направить в нужном для нас направлении. И это моя недоработка и недоработка тех патриотов Бурятии, которые вот мгм. стоят на тех же Вопрос, позициях, на том же чем фундаменте, на занимается, котором стою я. чем занимается Исуна Дугарова в ООН написано тут? Ничем не занимается, Ну, по-моему. Есунова Дугарова, видите, в свое время очень сильно разрекламировали. Я считаю, что ей тогда пытались найти мужа. Ну, ее вот Дугаров, собственно, отец, который очень довольно пророссийский. И если Мгм. посмотреть вот, так скажем, биографию Есуны Дугаровой, ну, ты там не найдешь абсолютно чего-то национально ориентированного. А ООН многие представляют, что это какая-то такая мощная, такая какая-то политическая организация. На самом деле там в каждой стране россияне, там, Китае там, и так далее, у них есть квоты свои внутренние.
Попасть туда довольно легко по квотам. Я точно знаю, что в прошлом году Ясуна Дугарова, она как, значит, какой-то исследователь, она помимо того, что работает в ООН, она, видимо, еще и поступила в какой-то американский университет. Они проводили там конференцию онлайн. Я потом могу найти ссылку, ну, была. И вот одним из докладчиков и, видимо, с организаторов была как раз Ясуна Дугарова, потому что функция вот именно академических исследований, то есть многие американские, так скажем, правительственные организации, они берут в качестве экспертов именно тех, кто из академической среды исходит. Понимаешь, да? И если там будет вот то, что думает или пишет Ясуна Дугарова или ее отец, то это будет очень плохо для взаимодействия бурятской диаспоры, так скажем, с американскими различными учреждениями. Осознать надо, да, тогда? И я поэтому и говорю, что они-то работают, эти ребята, понимаешь, и огромные там тысячи этих, значит, русских исследователей, которые в Америке находятся, с кучей академических регалий и так далее, и они будут говорить, вот у нас есть блогер, там, который в пьяном виде там выступает и говорит, что там 95% бурят в Америке это колбасники, например. Это может пойти в академические исследования, понимаешь, они приведут данные фактологические и так далее, да. И что окажется? Ну, окажется, что вот вы захотите, допустим, вот там Марина Ханхалаева, там это, ну, на какой-то другой уже более уровень выйти, создать НГО какое-то, которое помощи бурятам, а ему скажут, ну, вы, конечно, можете сделать, но грантов не получите, потому что вот у нас оценка другая. Понимаешь? И это-то неплохо, получение грантов. Другое дело, что мы как раз и не получаем, потому что существуют вот эти деколонизаторы, всякие федералисты там и все прочее. Вот в этом сейчас как раз вопрос. О том, что я-то не против гранты получать. Другое дело, что я-то понимаю, почему я не получаю гранты. Потому что не пишу их. И, во-вторых, мы должны поначалу понять, соответственно, понять, для кого мы работаем и на каких фундаментальных, значит, положениях мы работаем, понимаешь? И одним из таких вот важных, я считаю, решений это вот создание, скажем, организаций, которые бы имели статус или ассоциации, или некоммерческая организация, которая бы уже потом чисто могла бы провести съезд, там, я не знаю, онлайн-конференцию там или еще что-то. И нам надо выходить уже на более высокий уровень, кроме вот блогинга, да, потому что блогинг это все хорошо, нас слушают, смотрят и так далее. Мы идеи можем преподносить, чего не было, кстати, во время там, скажем, 120-130 лет назад, это сложный был процесс, да, то есть ты для того, чтобы... Сейчас ты можешь в интернете пост запилить, там у тебя 1000 просмотров, да, ты представляешь, раньше, чтобы 1000 просмотров добиться, что нужно было? Нужно было найти типографию, отпечатать, набор, это деньги, бумага, доставить. Ну, может быть, поэтому ценность идеи, она была более высокая, и все-таки люди, которые вот идеологически писали, вот читаешь там тексты на русском языке даже 19 века, и ты понимаешь, что человек вот над этой речью работал, это не просто так какая-то эмоциональная штука там выскочила. Поэтому я вот призываю об этом пересматривать эфир, потому что здесь полно, так скажем, вот и критиков моих там и так далее. Но я считаю, чем больше моих критиков, тем я, значит, в правильном направлении нахожусь, потому что противодействие, оно существенное. И вот вы с этим тоже определенно столкнетесь, потому что мы же вообще фактически первые эфиры проводили по поводу национальной идеи. Вот никто до этого вообще не говорит. Может быть, не всем понятно, но я считаю, что еще 3-4 таких эфира, и уже там люди в комментариях будут писать. Я говорю, первый пункт бурятской национальной идеи, второй пункт напишите. И там люди уже, ну, как бы, это в польском языке есть такое слово призвычаилище. То есть это как бы стало обыкновенным, то есть привыкли к этому.
Мгм. И Ну, вот нужно давай, добиваться именно ну, вот в этом направлении как раз только движения, потому чуть-чуть что идеология, лаконично она надо, не мне кажется, должна быть Турхан будет, да. сложной, она Мгм. не Турхан. должна там заключать каких-то исключений. А вот мы вот так, а ну вот здесь вот исключим, потому что, ну вот он там по-бурятски говорит, там, например, да, или там еще Мгм. что-то. То есть оно не должно включать вот каких-то исключений. Или, например, я читал там, значит, где-то выкатили пост на 99 пунктов того, что буряту нельзя делать. Не читал, не Мгм. слышал где-то? Где-то, значит, в каком-то селе там не пить, там не курить, там еще там что-то там. Ну, в общем, и там на 99 пунктов такая портянка, короче. Я говорю, ну, это шизофрения какой-то сделал, говорю, ну, чего настоящий бурят не может делать, короче. Я говорю, ага, там надо еще написать на бурятском языке, говорить не может, короче, и детей рожать в большом количестве. То есть этих пунктов еще не хватало. То есть и мы должны исходить из тех соображений, что вот национальная идея, она не должна ничего бурятам запрещать. Мы можем все. И партию свою собственную сделать, и собой руководить, и свои органы выработать, и свою армию Мгм. иметь. Ну Понимаете? ладно, То есть в этом направлении нужно Давай, коротко работать, по и тезисам, Баир, поэтому ага, Баир, теперь. давай. Вывод Ну, какой-то, и что-то зерна Турхан. от плевел, конечно, нужно отделять. Это Да. я с тобой только согласен вывод сейчас абсолютно. будет еще на 1 час, мне кажется. Да, Ну, Не, я все уже. на То есть 3 часа. давайте это. у Короче, нас второй если час уже коротко, то надо заканчивается. создать съезд, да? Ты вот это хочешь сказать? И обсуждать там. Организацию, которая Мгм. будет бюрократически, систематически заниматься. Мгм. Значит, а съезд, он нужен для того, чтобы вот эту идеологию как бы подтвердить, чтобы за нее проголосовали банально. Ну, то есть большевики свою партию, они начинали, собравшись там 8 человеками. 8 людей всего было в самом начале. И поэтому, когда нам говорят, что мы там, буряты, не сможем ничего сделать, я говорю, вот партия большевиков. Пожалуйста. Собрались, через 20 лет царя скинули, короче, и власть захватили. Нужно к Мгм. этому. Вот я исхожу из того принципа основной. Бурятам бурятскую власть. Все. Ну да, Вот, согласен. вот с него достаточно вообще всю идеологию развернуть. Там и языковую, и касаемо населения, и армию как формировать, и кем там буряты являются по-настоящему и так далее. То есть вот вокруг этого просто бурятам бурятскую власть. Вот к Мгм. метам обращаюсь сейчас. У вас Кудинов есть, да? Почему не задаетесь этим вопросом? Кто вы такие? Вот и все. То есть это вопрос не только вот к каким-то людям, которые идеологией какой-то занимаются или принадлежат, да, и это естественно, то есть простая идея, против которой выступают русские и русское государство. То есть мы сейчас уже переходим на более другой этап, так скажем, борьбы с русским миром. От говорильни переходим к делам, и нужно к делам переходить. И, конечно, когда дела будут, вот, например, зря сегодня никто из бурятов не залил зеленкой, я готов был 100 тысяч заплатить, за счет средств Шафирова, естественно. 5 лет И тюрьмы получишь это сразу. было бы очень 5 лет хорошим тюрьмы. начинанием на самом деле. То есть вот прийти в консульство корейское, там залить нахрен там эти все бюллетени, короче. Вот Ну, здесь без был бы проблем. сюжет, как говорится. Ну, только... Ну ладно, Мгм. Давай, ну, Баир, Наверное, я хочу наверное, сказать про то, что это же я все-таки считаю, дискуссионный клуб, что... это же Баира же идеи, поэтому давай, Баир. Я хотел сказать про Как то, ведущий. что тут терминологию, наверное, надо нам не то, что мы завоеванные, а мы все-таки поставили этот вопрос на паузу. Я не считаю, что мы все-таки покорились, потому что если ты покорен, то ты уже сдался. То есть я это в документальном фильме на самом деле проговаривал. Может быть, там конец только срезался. Да, по-моему, надо его перезалить на самом деле, если еще ссылка осталась. А, Ну, как бы мы этот вопрос на паузу оставили. Ну, я даже не в документалке, я это еще в стримах тоже озвучивал эту тему. Поэтому понятно, что как бы борьба, желательно, чтобы она была не кровопролитная, конечно, но она еще впереди, и она сейчас, ну, получается, в процессе все равно зарождения своей хотя бы идеи какой-то о том, что освобождаться-то надо по-любому. И
В общем, мы в процессе оккупации оккупированные, но не сдавшиеся, в общем, так, непокоренные. Как-то так, что я думаю. Ну, а по поводу создания этой организации, ну, я У меня даже название есть. идеологии, то я поддерживаю эту инициативу, в принципе. Да. Угу. Какое название? Бурят Гюрün. Как? Бурят Гюрün. Гурун, Гурун Гурун Гурун? это Ага. государство. Ага. Но это он по-немецки так пишет, Гюрин. Ага. Через немецкий букв. Но смотрите, сейчас так называемые выборы прошли. Ну что, Мгм. ждем ликвидации автономии национальных? Наверное, с Бурятской республики начнется. Но мы должны Потому быть готовы. То есть были вбросы, Не, не смотри. вбросы, точнее, информация была от Да-да-да. Харуна Сидорова, там, Зуртан, подожди. еще от некоторых Опять блогеров. начинаешь. Зуртан, все, давай, помолчи. Смотри, Что, может быть, заканчивать будем потихоньку? да, я хочу сказать, что вот как раз потренировались на 2 округах. Буряты проглотили с 2 сторон, да, вот справа, слева, так сказать, с запада, востока. Вот я тут с одним разговаривал, бурятом запада, он говорит, вот что, вы же это, доверились, говорю, вам же ваших наемных купили для того, чтобы убрать эти округа. В результате Надо- они всех полностью обманули, Вечер- так сказать. Да. Надо нам еще этих осветить, кто вот это вот сливал, на самом Мгм. деле. Кто занимался Да, сливом. понятно. Да, и все эти чиновники Усть-Орды. тогдашнего Усть-Ордынского округа, Агинского, Бурятского, все практически... Ну, там огромную роль Калмыков сыграл, между прочим, забывают ректор. Ну вот я что хочу Вот сказать, из моих упразднение одногруппников я Бурятской точно знаю республики- 2 человек, Дуртан. которые ездили в Усть-Орду Ну, сильно. агитировать. Ладно. Я говорю, упразднение Бурятской республики будет ли тем катализатором, что буряты все-таки поймут, что их вообще-то вообще ни во что не поставят окончательно? Я думаю, это будет положительным моментом ликвидации республики Бурятии. Это будет положительным моментом в кейсе. И надо к этому как раз быть готовым, потому что вот Да. организацию нужно создавать с тем расчетом, что нужно... После этого, видимо, все буряты фиксировать. уедут в Америку и создадут там штатное там бурята Ну, Айдаха. штат не создадут, но, по крайней мере, крупную организацию, которая может быть финансирована Да. Госдепом и ЦРУ или То же другими самое было с организациями. турками-месхетинцами. Слышали, да, турками-месхетинцами? С парамилитарной организацией какой-нибудь США по типу скаутской, да, бурятской скаутской организации, например, где мы будем готовить. Вот еще сейчас же момент. проблема. Мгм. Сейчас же проблема. Не из кого войска составить. Вот свои независимые, например. Вот скаутское Понятно. движение – это самое нормальное. Сейчас подход, еще короче. не очень неприятный нарратив идет и карта Монгола. На самом деле, это для бурят, для калмыков, это очень, мне кажется, отрицательная вещь, скажем так. Потому что карта Монгола позволяет говорить о том, что монголы, это калмыки, буряты, там, может, еще тувинцы, да, ну и даже, может, еще и якутов, сахапа захватит, не являются хозяевами своей земли вот в этой России. Понимаешь, в чем дело? Вот вы Ну да, получили да. карту Монгола и ее, как говорится, на свою историческую родину. Вот примерно так это будет выглядеть. Те, кто получит по карту Монгола, вам русские Но скажут, мы же не отказываемся от своей земли. так, извините, если мы карту поляка, когда Давай выводили, это поляки следующий эфир претендовали сделаем по на- карте да, Монгола. да, Я здесь российский познакомился. Да. Сейчас. Я познакомился здесь с монгольской активисткой Мгм. Дзая. Далдзая ее зовут. И они создали в 23-м году, когда вот эти все бурятские там эти организации сводили, короче, да, они создали вот сейчас действующую организацию, по-моему, «Крылья ветра» называется. Организация в 23-м году, которая будет в целом заниматься монголами, всеми, кто имеет монгольское происхождение, но в основном они направлены на монголов внутренней Монголии. Но буряты тоже включены туда. И она прекрасно говорит на английском языке, так что я постараюсь с ней сконтактировать. Я думаю, что бурятоязычным блогерам, тебе, Баира, и Ринчин, и Балдан Ламе было бы интересно с ней на эту тему поговорить. Она, кстати, вот хорошо там доложилась, и она так, к сожалению, признала, что говорит, так подается, будто это вот этот Джангар, который по-монгольски не говорит и по-калмыцки не говорит, он как бы первую эту идею предложил. Хотя еще в 2011 году это вот, собственно, Ну, понятно.
Ну, монгольский если президент, в общем, по забыл я аналогии его. карты Я его поляка, сын поляки боярам не почему-то постоянно претендуют на путаю. земли за пределами Польши. Никто из поляков не Это сырой, претендует. это, Ладно. понимаешь, это Ну, сырой проект, ну, давай о нем в следующий раз да, ну все, поговорим. Давайте, это да, мое мнение, закончим да, не вообще. знаю, Как конечно. бы, Да, Да. давайте это все на худут. Все. Да. На сегодня мы заканчиваем. В следующем эфире, стриме мы продолжим нашу дискуссию, если ее можно такой назвать. но сегодня просто дали возможность мне высказаться, я как бы вот эти тезисы предоставил. Она Дискуссия с Великим растянулась, Великим но Буртаном. я обещаю стать спартанцем и, значит, Ну, как понятно. бы короче все делать. Да. Краткость сестра Сегодня таланта. Дуртан дискутировал сам с собой. Ладно, давай так скажем. Да. Давайте. Ну Ну ладно, все. всё Всем тогда. большое спасибо за эфир, как всегда. Я считаю, что нужно почаще проводить, потому что последний раз, ну, по объективным причинам мы давненько проводили, да, но раз в 2 недели, я считаю, мне кажется, это оптимальным. Как раз там мозги, Окей. это, на теме именно национальной идеи говорить. А, скажем, можно разбавлять какими-то, ну, такими типа карта Монгола, там, еще что-то, я не знаю, там, ты можешь Хорошо. рассказать, как твоя организация действует. Но я считаю, то, что ты сегодня собрал, там, ну, благодаря тебе в том числе, я думаю, собралось такое большое количество достаточно бурят. Это вообще хорошее достижение, потому что бурят вообще очень, очень проблемно собрать, сам по себе знаю, и поэтому хорошо, что ты вот это, ну, там, пропагандировал, твои, наверное, тоже подписчики пришли туда, так что таких акций надо больше проводить, особенно под русским посольством, и по многим поводам можно, там, акцию памяти какого-нибудь, например, бурятских там репрессированных можно, лам репрессированных, чтобы это привлекало внимание. Так что, я думаю, проблем... Ну, твоя организация в Корее будет расширяться, будете работать, гранты влезешь, короче, будет вообще отлично. Ну да, сейчас надо задумываться об этом. Ну ладно, давайте на сегодня тогда Давай, закончим. Ладно, большое всем спасибо за внимание. Ринчин, спасибо за предоставленную платформу. Мы стримили сегодня на 2 каналах: Баира Бурята и моим Кагита Бурята. Ринчин через неделю подключит свой канал, и будем, значит, на 3 рестримить. Так что большое всем спасибо за внимание. Ринчин, Баир, большое спасибо. Ладно. Ладно. Да, Байрла. Мгм. Мгм.